Я рад, что вы выполнили достойные задачи, что нет нареканий со стороны командования. А самое главное, есть, наоборот, позитивные направления вашей деятельности. Миссия выполнена. Сотни военнослужащих батальона военной полиции вернулись в Ингушетию из Сирии. Как встречали бойцов? Я надеюсь, я заполучу хорошие баллы и в дальнейшем поступлю в хороший университет. При себе у них только ручка, паспорт и, конечно, знания. Сегодня по всей стране стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Дался до двезенья. Бушел мал волчине, но остал мал дерчана. И не только сунок остал деш. Рамадан творит чудеса. В месяц чистых дел благотворительная помощь дошла и до Гудантовых из Троицкого. Садик мыштизы есть постоянно, садик есть, школе есть, спортивная площадка есть. Жмахмаждик мудивень, ходишь, бирж, детей, дереги. Определить территорию с учетом мнения местных жителей. В Карабулаке запланировано строительство детского сада. За чистоту и улучшение экологического состояния реки Назранка наряду с экологами взялись и жители Насыркорта. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Порядка 300 военнослужащих батальона военной полиции вернулись в Ингушетию после успешного выполнения специальных заданий в Сирийской Арабской Республике. Бойцы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа прибыли к месту постоянной дислокации в селении Троицкое, где сегодня в честь них прошли торжества с вручением бойцам ведомственных и государственных наград. Репортаж Микаила Тангиева. В ясный солнечный день, кажется, даже погода радуется возвращению военных домой, на родину. Более 300 откомандированных в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения задач вернули свою часть. Первым военнослужащих поприветствовал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Время тянется на выполнение таких задач. А мы как будто вчера вас проводили, сегодня уже встречаем. Я рад, что вы выполнили достойные задачи, что нет нареканий со стороны командования. А самое главное, есть, наоборот, позитивные направления вашей деятельности. Выполняя задачи, а мы с вами говорили, когда вас провожали, вы были готовы в том числе, и то, что Владимир Сергеевич об этом сказал, и к отражению террористических угроз, к решению любых задач, которые стоят на этом направлении. Любая миротворческая миссия, она подразумевает под собой конфликтные стороны, разведение конфликтных сторон. И, конечно, что в одной, что в другой стороне всегда ищут виноватого. И в этой ситуации сложной, тем более в вашей зоне, конечно, вы достойно вышли из той сложившейся ситуации, выполнили задачи и не посмотрели честь, достоинство как страны, как вооруженных сил, так и республики. Я вам искренне за это благодарен. Хочу сказать за это спасибо. На торжественном мероприятии также кадеты и юноармейцы, которые не просто знают о военной службе, а готовят себя к ней уже сейчас. Мы должны всегда стремиться к этому и быть всегда примером. Похожим быть на них. Несколько месяцев подряд бойцы батальона военной полиции поддерживали моральный дух мирных сирийских жителей и как могли помогали им в этой тяжелой ситуации. Сегодня они рады своему долгожданному возвращению. Родственники ждали с нетерпением, как говорится. Теплый прием организовали, приехали, встретили. Мама накрыла стол, как положено. Я же опять же говорю, прошел теплый прием. Все рады, довольны, что все вернулись живыми и здоровыми. Я считаю, что это не только у меня, это во всех семьях. Все с нетерпением ждали своих близких, своих родных.
по приезду, чтобы все приехали, все вернулись домой живыми и невредимыми. Это не первая командировка военных полицейских из Ингушетии в Сирию. Они находились там с февраля. Их задачу входила охрана объектов группировки российских войск. Кроме того, батальон обеспечивал правопорядок в освобожденных населенных пунктах и безопасность мирных жителей. Сопровождал гуманитарные колонны. Командиры рапортуют, батальон вернулся без потерь. Все задачи выполнены в полной мере. В целом то, что говорит о том, что личный состав подготовленный и уже не первый раз выполняет эти специальные задачи. И вот, учитывая эти факторы, наверное, и те сложные обстановки, которая была, они успешно выполнили те задачи, которые поставило перед ним командование. А далее самая торжественная часть мероприятия. Всему личному составу батальона военной полиции вручают ведомственные и государственные награды. А в завершении мероприятия стройным маршем и под патриотический мотив традиционно бойцы батальона военной полиции прошли по плацу артиллерийской войсковой части. На протяжении нескольких месяцев, выполняя свой воинский долг за пределами России, наши ребята не ударили в грязь лицом и достойно выполнили поставленную перед ними задачу. Впереди у военнослужащих небольшой отпуск, а затем они снова будут готовы выполнить приказ защищать Родину и отстаивать интересы своей страны. Михаил Тангиев, Султан Булгучев, Новости 24. В рамках работы адаптационной комиссии в аппарате Совета безопасности Ингушетии создана рабочая группа, которая ведет прием обращений от родственников лиц, задержанных по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. Речь идет об участниках беспорядков в Магасе в марте этого года. Обращения от родственников были направлены в адрес главы Ингушетии, депутатов Госдумы и к другим уполномоченным лицам в целях оказания содействия задержанным участникам для смягчения их наказания на более мягкую меру пресечения. Рассмотрев обращения близких 10 задержанных, при поддержке представителей аппарата Совета безопасности региона изменена мера пресечения в отношении 2 подозреваемых. Один из них сегодня был освобожден из-под стражи на время следствия под подписку о невыезде. Архи церт подел гайтам цани. Зайт Ахмад же Аллах рясха масняны камахига чаны поддержка милля чаны убез бархи бур. Дох соу дер тван бодряч. Со президент волчхану зайт Ахмад волчхану. ودل تسعين غوغ ضد ملاج واسق وشخنو سوا خد تايستو يا زي президент وتغن ديالا اسمن دوشلو ار واقغو قيتي سوق ديش حمد президент يالر احمد يالر نو اصل دي تغن ار واقو الحمد لله ديار ياسخو مسنان غول تك قمل هيغا وسغاي صندوق مال دياوج واسغاي. В Ингушетии, как и по всей стране, сегодня стартовал основной этап единого госэкзамена по географии и русской литературе. На первый день экзаменационной кампании было заявлено около 200 участников. Пункт сдачи ЕГЭ в 6-й школе Назрани посетил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Все подробности в репортаже Даны Плиевой. Первый госэкзамен по литературе и географии в этом году собрал в стенах 6-й Насыркуртской школы 195 учащихся со всего региона. Процедура пересдачи, как и каждый год, для выпускников все та же. Как всегда, в руках паспорт и гелевая ручка, рамки металлоискателей и неподдельное волнение перед предстоящим испытанием. Его как раз и пытается побороть Анжела Катиева. Девушка сдает литературу и очень надеется на высокий балл. На самом деле я немного волнуюсь, но все-таки я в себе уверена. Я надеюсь, я заполучу хорошие баллы и в дальнейшем поступлю в хороший университет. Всего по всей стране заявки на участие в едином госэкзамене по литературе подали почти 54 тысячи человек, а по географии около 24 тысяч. Работа включает в себя 17 заданий по литературе и 34 по географии. На их решение дается около 4 часов. За процессом тщательно следят организаторы. Задания присылают в закрытых КИМах и распечатываются тут же на месте. За день до экзамена мы все руководители пункта, члены экзаменационной комиссии, члены ГЭК, значит, технические специалисты, приходим в этот пункт обязательно, все полностью готовим, просматриваем, все ли готово, камеры, видимость камер, посадка детей, все ли закрыто, опечатано. Вот эти все моменты мы все делаем, а потом уже мы рапортуем, что пункт готов.
Всего для проведения государственной итоговой аттестации в этом году в республике организовано 8 пунктов проведения экзаменов. 2 из них на дому. На сдачу ЕГЭ зарегистрировано около 2500 ингушских выпускников. Несмотря на все меры, без нарушений, конечно, не обходится. Впрочем, с каждым годом это число сходит на 0, делится Юсуп Костоев. Министр приехал лично проверить экзаменационный процесс. Чаще всего это случаи, когда вместо самого школьника экзамен сдает кто-то другой. Чтобы избежать таких нарушений, в этом году в регионе внедрили на пунктах сдачи новейшую систему распознавания лиц. У нас установлены отдельные камеры при входе. То есть это чтобы не допускать подмены, потому что последние 2 года по всей стране прокатилась волна подмены участников. Вот. И поэтому у нас есть база наших учащихся, то есть их фотографий. Вот мы загружаем это в базу свою, участник заходит, и система распознает, тот ли пришел участник, настоящий ли, то есть человек пришел, или это подмена. Мы, как я уже сказал, что мы первый регион, кто в этом участвует, первый и единственный. И если в этом году в республике будет эта система внедрена успешно, с 2020 года эта система будет внедрена по всей России. А на случай, если кто-то из ребят все-таки умудрится пронести шпаргалку, во всех аудиториях расположены камеры видеонаблюдения. А то, что не зафиксирует камера, должны заметить организаторы и общественные наблюдатели. Волонтеры приехали из Кабардино-Балкарии и пробудут здесь до конца экзаменов. Наша миссия заключается в том, чтобы процесс экзамена прошел абсолютно чисто, без каких-либо нарушений, но в основном, чтобы не нарушали права учеников, чтобы все проходило честно. Я желаю всем ученикам удачи, и не только ученикам и родителям, которые за них очень сильно переживают, и чтобы они поступили туда, куда захотели. Посетил пункт сдачи Юнусбек Евкуров. Руководитель региона выразил уверенность, что республика идет по пути совершенствования системы сдачи экзаменов и образования в целом. У входа в общеобразовательное учреждение Юнусбек Евкуров пообщался с родителями учащихся, которые сдают экзамены. Кому помощь нужна? Помощь всем, наверное. Всем понемножку. Помощь, самая главная помощь сегодня, да. То, что мы делаем с помощью федерального центра. Садики строим, школы строим. Ваша задача Берешь твой язык, Юрий, азиат фон помощь. Я школа, я и баргоин. Подика молодец. Три смены, так не бывает. Берешь хер, что здесь часть фора детсмалая. Все времена, когда всегда переживают. Хоча диследача. Ваш видео сколько? Вы фонадуете даже сахар с хочет дерать. Сахар хочет, благодаря что дерать. Она вы уже поддерживаете. Ходовые с кадром у нас проблема. Если мы учить не будем, заставлять учиться не будем, тогда зачем мы это все строим? Мы в этом году открываем 24 садика в республике. 20 садиков в республике. И 6 школ. Вы можете цанширать? Для чего мы это строим? Если мы будем на экзаменах помогать, а помогать надо с 1 класса, подготовительного класса, детского садика, сюда шмяшу. Родительские комитеты, вы должны работать. Каждый ребенок должен освоить программу. Там, где не осваивают, надо репетировать. А мы, мы задачу поставили в школах дополнительно, бесплатно. Там, где ребенок не может освоить, бесплатно дополнительные уроки мы делаем. Да. Попытка списать автоматически влечет за собой аннулирование работы и недопуск к другим экзаменам. Так что нарушение правил себе дороже, отлично понимает и Жан Махамаева. Сегодня также экзамен сдает ее дочь, и она вместе с другими родителями пришла поддержать ее. Я надеюсь, что она хорошие баллы получит, так как она очень старательная, она очень много читала. И, надеюсь, мои надежды она оправдает. Результаты экзамена будут известны в течение недели, а следующие испытания у ребят по математике уже 29 мая. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.
Начались последние благословенные 10 дней священного месяца Рамадан. А благословенны они прежде всего фактом ниспослания в одну из этих ночей священного писания пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Коран мы любим, читаем и следуем его заветам. А герои нашего следующего сюжета изучают Коран наизусть. Порядка 30 чтецов из всех уголков Ингушетии и соседних республик состязались в лучшем чтении священного писания. Конкурс прошел в офисе Союза патриотов России. Адам Гулоев с подробностями. В зале царит тишина, которую нарушает только хор голосов участников конкурса. Им нет 15, но красивому и правильному чтению священных писаний они учатся с малых лет. Адраилу Албакову 13 лет. Учебу в Нестеровской школе хафиза он начал 2 года назад. Мероприятие проходит по строгим взглядам 4 членов жюри хафизов. В конкурсе 3 этапа. Первый – проверка на память по принципу. Судья начинает, участник продолжает. Второе задание на правильное произношение слова и интонация. Одно неправильное произнесенное слово и смысл может вкрай поменяться. Чаще из-за этого искажается истинное значение аятов и сур. Поэтому на таких конкурсах пытаются подчеркнуть важность выразительного чтения. Что котвянер пастове ахржгаржа соутлж догозда замант чамболш ханус масхана что дивана я мархибот хадбен мархибот болж ясхаюлш я хамдагади гатхоне дедер қойер угбери док хасд дарвей котвян чин соутл двей ал котвян чин цвян чин уз хавен участвовать молдячин дивана что призлож благодарность лож метке гиви она что хам хаваш деладрох. Финал проходит напряженно из-за равного количества баллов у финалистов Аюпа Албакова и Насредина Кадзоева. Судьям даже приходится добавить еще один этап, чтобы определить победителя. За первое место борются 2 участника, которые одинаково хороши в мастерстве чтения, но Аюпа в итоге признают лучшим. Каждому участнику вручают грамоту и денежное вознаграждение. Победителям за первое место 20 тысяч, второе 15 и третье 10 тысяч рублей. Дау Чибиров сегодня в составе жюри, поздравив участников и призеров, поблагодарил ребят, дал несколько наставлений. Хочу каждому из вас сказать в первую очередь себе, чтобы мы не оставляли изучение Корана ни на секунду. Повторение Корана, изучение Корана – это то, что подобает каждому из тех, кто выбрал этот путь. Раз ты уже выбрал, ты уже должен держаться за него. Самый важный и почетный месяц для всех мусульман, безусловно, Рамадан, главная цель которого – укрепление духа, сила воли, очищение и усиление веры. Ведь в этот месяц Всевышний ниспослал нам Коран, поэтому и решили провести конкурс, а после участников ждал шатер для ифтара. На вечер пригласили почетных гостей из Чечни, исполнителей нашидов. Но главным гостем вечера стал Абдул Чахиев, который на соревнованиях в Египте занял 3-е место. В свои 11 лет он знает Коран наизусть. Юный хафиз продемонстрировал свое мастерство. Абдуллу организаторы также не оставили без подарка. Пожалуй, самого ценного. Ему вручили путевку в хадж. Время ифтара настает, и гости приглашаются за стол. Адам Гулоев, Зураб Гайтов, Новости 24. Набирает популярность в регионе и флешмоб «Месяц чистых дел», запущенный главой Ингушетии. В рамках акции помощь оказали еще одной семье. Гудантовы из Троицкого получили строительные материалы для возведения дома от Ингуш-Автодора. Слово Диане Дударовой.
Флешмоб «Месяц чистых дел» в регионе еще продолжается. Добрая акция к концу месяца Рамадан еще больше набирает обороты. Теперь к благотворителям присоединился и Ингуш Автодор. Сегодня они стали причиной радости семьи Гудантовых. Зайнаб Гудантова одна воспитывает 2 сыновей и дочь. 8 лет назад семья потеряла отца. Небольшой заработной платы не хватает на все нужды, да и жилье приходится снимать уже 6 лет. Этот земельный участок Гудантовы приобрели в начале года, но вопрос, когда смогут начать строительство собственного дома, оставался без ответа. Сосед участок, тоже большая яма, очень большая яма, это 3,5 с обочины. Я ее продала и вот взяла себе этот участок. Несмотря на жизненные трудности, Зайнаб никогда не жаловалась и не просила о помощи. Всю жизнь зарабатывала на хлеб честным трудом. Но последние годы состояние здоровья ухудшилось. Месяц чистых дел помощь оказывают всем нуждающимся, независимо, просит о ней человек сам или нет. О положении семьи Гудантовых узнали региональные власти. Первым вызвался помочь Ингуш Автодор. И вот первые строительные материалы, которые ускорят процесс возведения стен будущего крова семьи, выгружают на их глазах. Есть конкретное поручение главы помочь малоимущим семьям, максимально обратить внимание малоимущим семьям, помочь. И было конкретное поручение помочь данной семье Гудантовой, станица Троицкая. Сегодня мы выехали, привезли им строительный материал в виде блоки 1100 штук, лес 7 кубов, цемент 5 тонн и шифер 40 листов металлического шифера. На этом помощь для семьи Гудантовых не ограничится. Также при закладке фундамента дома Ингуш Автодор обещал предоставить 50 кубов бетона. Зайнаб признается, эта помощь стала большой неожиданностью для семьи. О возможности так скоро начать строительство даже не мечтали. Это не только серьезная помощь стала. Я благодарна по гроб жизни. Сундак дихачан нерхаит. Дал садол, царщинец хобыштал. Конечно, помощи сун. Если я только работаю в кафе СДО, я амке чежев СДО, я работаю в кафе. Так, помощите сун. Любой хам помощи сун просто. Я лайк. Дал садол, двезендел. Бусол молочение, но остал молодечан. И не только сун, но остал деш. Также в рамках акции Ингуш Автодор окажет помощь в виде строительных материалов еще одной семье. А Гудантовы уже после праздников планируют привести в порядок свой участок и заложить фундамент будущего дома. И стоит отметить, несмотря на большую нагрузку и сложности в жизни, Зайнаб воспитала образцовых детей, которые ведут здоровый образ жизни и всячески поддерживают мать. Старший сын занимает призовые места на спортивных соревнованиях, а младший изучает Коран. Они надежда и гордость матери. Диана Дударова, Хамзат Халухаев, Новости 24. Месяц чистых дел кто-то явно решил омрачить неуместной шуткой. Но смеяться над чувствами верующих в месяц Рамадан особенно кощунственно. На улице Муталиева в Назране сегодня было многолюдно. Огромное количество людей и автомобилей образовали затор, и многие опоздали на работу. Все дело в объявленной кем-то акции по раздаче сага. Поверив в недостоверную информацию, сотни людей собрались в районе центра КАМАЗ, чтобы получить продуктовые наборы, не подозревая о том, что еще вчера все продукты были развезены волонтерами по адресно нуждающимся. Кто играет с чувствами малоимущих и кому выгодна очередная волна провокаций, все это предстоит выяснить компетентным органам. Слово Зелимхану Калоеву. С раннего утра на улице Муталиева настоящее столпотворение. Люди с детьми, с зонтиками в руках под палящим солнцем. Все пришли за обещанной в интернете помощью. Многие прячутся под кронами деревьев. Людей здесь собралось не меньше сотни. Мука, сахар, конфеты и продукты первой необходимости. Каждый пришел за своей долей. Весь ажиотаж после того, как в интернете появились вбросы, что якобы меценат Микаил Гуцариев выделил на раздачу сага 20 миллионов рублей. Адрес обозначили не случайно. В этом доме живет близкий родственник бизнесмена. Вереница сопровождается возгласами недовольных и уверенных, что садака все же будет. حد يتلفون خاص يروي بوش تاخ متشاف الدواء حتى مرجوح ملات ادم صحن غجر تروسو قلت لي ييتا يوا واتساب تسداني مالك حبول يوا تو موجود برغديت دعياز ويتا دعياز واش
завтра проводить. Что не знаю, зачем вот утку пускают, я не знаю. Инстаграм. Специально запустите один. Бляха. А قلت له وحي تايوان ندواس مليون. خارطة جديدة خارطة أشتا ساي خارطة يزيل ديش. هنداس كار ده دخاس مستعد. شيء بيت بق خام يلدوس وسوق يلدن. نو حد ده حقه شوالي. تعالوا ديك خد. Одни уверены, что помощь есть, другие еще не до конца понимают, в чем суть, поэтому продолжают стоять до последнего и даже составляют списки, записывают паспортные данные. А что дальше? А дальше ничего, поскольку информация в интернете — это не иначе, как чья-то неудачная шутка. Людей собрали, а помощи не предвидится, и результат — негодования общественности. Да, помощь была, но ее раздали еще накануне, поадресно, малоимущим. Саг ханат саг ого ичу уже да духар даже ичу хагы дца кайспийский жол же каждый чертеж да саг на бенчна хатер квар саг дуах инах просто гул баб тансагу شي مصدق انترنت عشان ده واتساب شغل ده حياته مصنع علوج ده يزو اخت ديتا ديرول ديتا يعني تناخ بوقون تيش تاريخ مول قمه غديخ ديخه بوقون تابع خنده كازوت ده لازم هم نير نارت بك نير نارت لا تعو لا يرك قلت حلزه ايو سكورياز ايو تجات ساق أقدر أبيش نادو باقشنا هل لقيت ديز أرزي إنترنت ملأ حمدي بقدات أخي إن لب وجه طبعا يآخر ده حد عشان عشان قدوش غلط شيء يمرق مخ بوخبر ما بيدو در خيته أخي نوخ أصدق عن يتك حلوات أخ تقال سجى إزاي آخر بقول أزيخر دوشة مدوخ يآخرش لا مدوخ دي ناف فيوق ما حش في رتاد بوخبول جوتا دوش قمة فتر دوتر أخا كاج شرط خي تركش تاني سوازي ولا جت أو حوال خيس بيسكي بحب تك حاجة عشان بقول إيش وات وحاجة تدو خيتي سيل خن قلت من الأول تجزل جات دخكا ده حديقات وصاخ. Десятки людей оказались в ловушке провокаторов, которые, по всей видимости, просто решили поиграть на человеческих чувствах, распространив тем более в священный месяц недостоверную информацию. У кого-то даже слов не находится, а кто-то так и не смог сдержать эмоции. حطها ما خبيتي هنا يرنا واتساب يا والله عبوس مهتم بحثه والله قاعدين بيض حبوس كي على حسب ما غنيسو موسى يا وسي خمر وعيول ناس كثير حاجه وناه قد يخدس شي ديال بيما دشي داشون ودوش ده حم داشون شي دوق ده دي ده شو ضد شو حتى حنش دي سال دوش بيا خبيرش سال حوادش اتدوش بيا خبيرش ما ربط ما بينير تدعي باشي بيس كاديون سال ده عم تيري ساج وش ناه دوق ساعات لاتين تحبيس وخدنا يا تنزيل تكليج ناخذ تحبيس وخدنا يا ناه دوق ساعات كينا دوق لامزك بيان برتبو جادك مدري بي نزل ناه ساده خش بشي نزل حدا خش بشي ناهر حنيا كواش لاش بان كواش غير هوا زاد وجه تحش عادي تعاش في خاصه مديز كيك خاصه مديز از ولد خاصه يشاتك مدود ونيا ساعه مدود شي ديال بيمج عندي خدت اسناك ندايها بين نخ دبول ندايها رب الحمد لله نكدا خنبات غلغا دي هون كل بساعه خنبات ست ساعه حمل خنبات هت سبرا باس ابيك كاب كاك بيدي مسكين ده حموي تاسو سي نعم بيك سوسي تا يو ارجع تو حتى مسكين حتى حدا اي سوباس يا دي سو خنداسيا دال سو يا تياز عمر بوس ياز بس كنت ياز. Неудачный хайп или неуместная шутка. Эпитеты собравшиеся подбирают и намного громче, бесконечно и по случаю. Так или иначе, зачинщика, пустившего в интернет неправдивый слух, будут искать уже правоохранительные органы. А жителям отныне стоит проверять фейк-ньюс на действительность, прежде чем что-либо предпринимать. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Специалисты филиала «Ингушэнерго» в кратчайшие сроки устранили сбой электроснабжения, спровоцированные накануне резким ухудшением погоды в республике. Шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду и сильный ливень нарушили линии электропередач в 3 районах – Назрановский, Малгобекский, Сунжинский, а также части Назрани. Сотрудников «Ингушэнерго» перевели на особый режим работы. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики прилагали максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дом каждого жителя республики. Их действия высоко оценили в МРСК Северного Кавказа. У нас было привлечено 15 аварийно-восстановительных бригад, 45 человек и 10 единиц автоспецтехники. Значит, все отключения были взяты на контроль в тесном взаимодействии с исполнительной властью в лице заместителя председателя правительства Латырова Исрапила. Значит, и при взаимодействии МЧС данная работа была в кратчайшие сроки
значит, устранена. Все порывы в сетях 6-10, 0,4 киловатт были устранены. Оперативно, слаженно и в кратчайшие сроки. Хочу отметить, что по итогам завершения аварийно-восстановительных работ, значит, вышестоящая компания в лице МРСК Северного Кавказа была объявлена благодарность филиалу и работникам, которые принимали участие в ликвидации аварийно-восстановительных работ. Объект, возведения которого ждут все, особенно дети. В Карабулаке запланировано строительство детского сада. Начать работы планируется в следующем году, а сейчас главный вопрос – где строить? Во избежании разногласий и возмущений вопрос определения участка под строительство дошкольного учреждения власти города решили обсудить с местными жителями. Какие пожелания они высказали и где же построят образовательный объект, узнаем из репортажа Дианы Дударовой. Жители первого микрорайона даже не подозревали, что на этом пустом поле планируют построить дошкольное учреждение. Ведь долгие годы они испытывали неудобства с необходимостью возить детей в садики соседних районов. И совсем скоро здесь возведут стены, которые не один год будут радовать малышей. Новость о будущем соцобъекте для многодетной семьи Тимурзиевых стала настоящим подарком. Из-за нехватки средств и времени не получалось возить свое чадо в детские сады города. В семье 7 детей. 3 из них уже ходят в школу, так и не вкусив общественного распорядка. Теперь родители надеются, что смогут устроить в садик оставшихся 4 дошколят. يخي جاندها أخذ سير بيرش خلص جه تردك خدر جاء يردك دي خاتشنا ديالها جاء والقدير بارك الله تخون ويقي ما بولشنا يردك دي خرا يردا خوشتير خص حندادل نجسنا خص يردا شخدال беркате دوش. Строительство детского сада в первом микрорайоне запланировано в рамках нацпроекта образования. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, в том числе и ясельные группы. Со всех сторон по тем участкам, которые были нами как администрация отобраны изначально, мы нашли поддержку, после чего нами была запущена работа уже конкретно формирования данных участков, определение границ земельных участков, подготовка необходимой документации по оформлению данных земельных участков. И после этого были направлены уже конкретные кадастровые паспорта по министерственным ведомствам, которые являются кураторами реализации данных проектов. Место для строительства нового соцобъекта согласовали в первую очередь с жителями микрорайона, чтобы в дальнейшем не возникло никаких накладок и недовольств. Выездные совещания администрации с их участием проводились несколько раз. Садик, их им приходится очень далеко детей возить. А сейчас садик построим, это все уже доступно. Я ваш доллар школ да бги, ваш доллар школ. Дук бир до захр, да школе, а гул канат хон ва оз юри дикогер. Дук бир мдиви хахул жлатыш бир мдиви. Садик мыштизы, есть постоянно садик, есть школа, есть спортивная площадка, есть. Жмахмаш дик мдивен, хадиш бир детей дерги. Общая площадь земли составляет 82 сотки. Архитекторы, в свою очередь, посчитали ее достаточной для возведения дошкольного учреждения и удобной для самих жителей. Здесь же предусмотрят парковочную и парковую зоны. Здесь садиков не было у нас. Вот сейчас построили на пятачке садик. В этом году уже сдача. Есть садик необходимый и, конечно, он нужен для нашего населения. Здесь обещают еще спорткомплекс нам построить. Эти садики, конечно, нужны. Дошкольное учреждение не только доставит радость местным малышам. Его появление ждут и домохозяйки, которые не прочь посвятить себя работе с детьми. Ведь новые соцобъекты – это всегда дополнительные рабочие места. Бог вот ждут мы бардиша и игжи ханц сей носи зяка педагогические яка младших классов ханц доехать в садики чёрдик дети шибиржца не хогикас. Очень даже нужны рабочие места. Садик выгодный. Строительство дошкольного учреждения запланировано на 2020 год, а уже в 2021 году детсад ведут эксплуатацию. Кроме того, на территории города будут определять земельные участки под строительство спортивных и детских площадок. Диана Дударова, Джамалел Тамасханов, Новости 24. Финансирование бюджетных организаций, низкая платежеспособность населения и процедура взыскания. В Магасе прошли публичные слушания налоговой службы на тему взыскания задолженности с юридических и физлиц. Налогоплательщикам рассказали об урегулировании взыскания задолженности и о негативных последствиях несвоевременной уплаты обязательных платежей. Напомнили, что в таком случае к налогоплательщику может быть применен ряд административных мер.
В частности, взыскание заработной платы за счет работодателя, пенсии или имущества путем ареста последнего судебными приставами. Огромные долги у нас числятся за физическими лицами, простыми жителями, за владение транспортом, землей или имуществом. Необходимо отметить, что каждый житель республики заведомо знает, что за ним числится транспорт, имущество, либо земля, то есть дом. Он должен знать, что в отношении него налоговые органы проводят начисление имущественных налогов ежегодно со сроком уплаты 1 декабря. Ему необходимо до этого срока явиться в налоговый орган и при необходимости уточнить сведения, узнать начисление и провести своевременную оплату. Это его спасет предупредит от негативных последствий, в том числе таких последствий, как начисление пени. Его долг будет ежедневно увеличиваться на 1/300 ставку рефинансирования. Постоянное загрязнение канализации, перекрытие глиной и даже самозахваты русел. Река Назранка за последние годы стерпела все. Это несмотря на то, что за экологическим состоянием постоянно следят экологи, а недавно за санитарную уборку взялись местные жители и муниципалитет. Благодаря общим усилиям ситуация сдвинулась с мертвой точки. Подробности в материале нашего корреспондента. Хамзат Медов провел все свое детство на реке Назранка. Сегодня, видя, во что превращается эта водная артерия, он не может оставаться в стороне. Решил разобраться с проблемой своими силами. Подтянул спецтехнику, позвал родственников. صوتها لا تحشقها أتا عقل وقت داش مت جاسوس غاش عقل مت جاسوس. Жителей возмущает факт самозахвата земель возле русла реки Назранка. Хамзат вспомнил своего деда Хусейна Медова, который после возвращения из ссылки первый поселился рядом с рекой на улице Смурзиева. В 1961 году он обнаружил источник родниковой воды, прокопал и огородил ее для общего пользования. Со временем семья благоустроила место для детского отдыха. Сейчас здесь все закрыто землей. بص شقي حاس حطوا بيه بيتونا كلتوش عجوات تسجونا عجوا وقولش ماتك حيي أز حتسم بيه عم حتسم بيه زوج قولش حتسم بيه أز كك مينيوم ديدي زرده شو هذا يرأتخ لقش لاتر زعم جير نيلي خي دواتك أز أتغ تكتاش عتنا أز حتسنيه يار حتي أنا بوت حتسنيه أز حق خي حمق داق أز بوه بينيت دوار خي حلو بالخطر خي أرجنزات يوجي مالو تكنيك سما سوال تراكتر عقلوا علي كواملو تيجي نادي شو ده حار بينه وكواملو رميتنا مالو بليو مالو حار وكوال. Главу Насыркорта поступок семейства восхитил. Он был благодарен за содействие проявления инициативы неравнодушных граждан для улучшения поселения и заверил, что разберется с вопросами интересующих жителей. Сейчас настал момент специальная программа по экологической очистке вот эти русла реки и дальнейшие берега. Примерно 50 метров справа, 50 метров слева это полоса отчуждения. Там и заселяться нельзя, и не производить никакие работы нельзя без разрешения экологов. Значит, там есть Росприроднадзор, вот это Росприроднадзор, для того, чтобы что-нибудь, какую даже работу по очистке русла, даже только через экологов можно работать. Жителям, имеющие документы на право собственности, будут предлагать равноценную землю. Хамзат провел для главы села экскурсию вдоль реки, обозначил важные проблемы и предложил способы их решения. Я русло реки ма ерма да садат сухметиги. Замадр, ашкет ждирш, ко дирш. Ашкет садва. Я швалады, اسقوالады. شقوقي حلوتك حواشقت. شقوقي وحتن ددارندلي. حتندش حمق دوقش حقوش دوقش خون دادي دوقش تخش تشيت ايد دوقتيا فوتبول بولا بوتيا وتس فوتبول بولا تقطعش فوتبول بولا ديش ديزرت خول نقص Футбольное поле дал Эндали, Ханз Дуциш Камяла ждать по программе футбольное поле, тем более, что мы активны, метик хождолшнаха, обязательно много солдат дал Эндали.
насколько важно порой просто выйти и проявить интерес к окружающему нас миру. Если не получается создать что-то прекрасное, то хотя бы просто ценить то, что имеем. Люди, которые сегодня вышли очистить реку, понимают, что делают это в первую очередь для себя и своих детей. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Самая важная предотвратимая причина болезней сердца и инсульта во всем мире – гипертония. Повышенное кровяное давление чревато непоправимыми последствиями. От повышенного артериального давления страдает каждый 4-й житель планеты. Коварному сердечно-сосудистому заболеванию в Ингушском госуниверситете посвятили акцию по обследованию и выявлению симптомов гипертонии. Репортаж Даны Плиевой. Как часто мы жалуемся на давление, у кого-то оно слишком низкое, у кого-то резко подскакивает и забирает все силы. В медицине повышенное давление называют артериальной гипертонией и страдает от нее 30% взрослого населения страны. Проверить свое самочувствие сегодня можно было в холле Ингушского госуниверситета. Там развернулась небольшая акция. Первым воспользоваться возможностью поспешил декан медфакультета Умар Яндиев. Признается, будучи гипертоником, давление проверяет часто и как врач понимает всю значимость этой акции. По статистике, до 50% в разных регионах людей не знают о том, что у них высокое артериальное давление, и, соответственно, от этого бывают проблемы со здоровьем. Еще одна приятная для меня ситуация заключается в том, что здесь мои бывшие выпускники, замечательные девочки, хорошо учившиеся, принимают участие в этой акции. Акция организована Республиканским центром медпрофилактики региона совместно с кардиологическим диспансером. Таким образом, врачи информируют население о болезни сердечно-сосудистой системы и ее лечении. Здесь проводят сразу несколько обследований. Сначала измеряем вес, рост, потом мы измеряем артериальное давление. Сегодня у нас было около 20 человек, среди них с артериальной гипертонией у нас выявлено 5 человек. Это пациенты, которые не обращались к врачам. При случайном обследовании у них выявились невысокие цифры артериального давления, и в дальнейшем им предстоит дообследоваться в Республиканском кардиологическом диспансере. Чем выше давление, тем тяжелее сердцу закачивать кровь. И это влечет за собой череду различных сердечно-сосудистых болезней, таких как инфаркт, инсульт. Своевременное выявление артериальной гипертонии – это возможность свести риск к минимуму. Но на сегодняшний день профилактические осмотры желательно проходить не только людям в возрасте, но и молодежи. Ни для кого не секрет то, что возрастная группа больных с каждым годом становится все моложе и моложе. Поэтому для нас на сегодняшний день приоритетной задачей является оповещение людей именно молодого поколения о всех возможных факторах риска для того, чтобы предотвратить развитие данного заболевания у этой группы людей. Но, как оказалось, мнения насчет значимости прохождения профосмотра у студентов госуниверситета разделились. Я думаю, что нужно ходить, проверять свое здоровье. Такие осмотры полезны для общества. Если честно, я провожу такие осмотры только в тех случаях, когда у нас на уровне университета, допустим. А так, чтобы сама проверяться, ходить, нет, я такого не делаю. Я не отрицаю то, что это нужно, необходимо, но когда вот всей этой суете, как-то времени не остается, чтобы думать об этом. Организаторы акции подчеркивают, проверять свое здоровье необходимо. Коварных заболеваний много. Зачастую недуг протекает бессимптомно. А между тем, согласно статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно в мире умирает 17 миллионов человек. К сожалению, у нас в регионе, как и по всей стране, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте и по заболеваемости населения, и по смертности. Последние пару лет, благодаря активной работе сердечно-сосудистых центров, профилактических центров, а также диспансеров и поликлиник, эта смертность она снижается. Мы над этим, безусловно, работаем. Идеальное давление для человека 120/80. Диагноз гипертония ставится пациенту в том случае, если его давление выше, чем 140/80. Риски, ведущие к артериальной гипертонии, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни и стресс. Чтобы свести к минимуму повышение артериального давления, нужно есть больше фруктов и овощей, отказаться от курения и алкоголя, проводить регулярные физические нагрузки по полчаса в день, ходить пешком, ездить на велосипеде, бегать или заниматься плаванием, но и в обязательном порядке раз в полгода проходить профилактический осмотр. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.
Сегодня Всероссийский день библиотек. Это праздник не только профессиональных библиотекарей, но и всех, кто любит книги и понимает их огромную роль в культурной и общественной жизни общества. Свой профессиональный праздник отметили и в Национальной библиотеке имени Джамалдина Яндиева. О дне открытых дверей и с какими произведениями ознакомились посетители, расскажет Макка Дударова. Соблюдайте тишину. Эту табличку видит каждый гость библиотеки, но сегодня этому правилу здесь никто не следует. Поздравить библиотекарей с их профессиональным праздником приехали писатели, частые посетители, общественные деятели, которые высоко ценят вклад библиотекарей и отмечают важность и необходимость развития храмов знаний в республике. Библиотека вообще для нашего народа это большое событие, всегда, наверное, в истории не зафиксирована такая дата, где она была впервые у нас открыта, где у кого появилась первая личная библиотека. Но мне лично, хоть если с самого детства, если я попадал в какой-нибудь дом, и там я не видел ни одной книги, мне казалось, что я попал в очень скучное место. Очень много было таких домов, в которых никогда я не видел ни одной книги. Основная задача Национальной библиотеки – сохранить историческую память народа. Здесь работники стараются приобщить читателей к культурному потенциалу ингушского народа. В такой знаменательный день в адрес сотрудников библиотеки звучит много добрых слов и пожеланий. Наш этот сегодняшний день, этот наш сегодняшний праздник и то, что вы здесь собрались, то, что вы нашли возможность и сейчас в это сложное время прийти сюда, мы вам благодарны и надеемся, что в вашем лице мы будем эту поддержку ощущать всегда. Для вас мы трудимся, для вас мы создаем все, что мы можем создавать. Для вас мы оказываем все эти условия. С 2013 года в Национальной библиотеке открыт центр «Доступная среда». С помощью высокотехнологичного оборудования незрячим и слабовидящим пользователям открываются большие возможности доступа к информации. Центр уже разработал в специализированном формате и аудиоформате самые популярные ингушские романы. Основная наша задача, основная цель – это создать условия для людей с нарушением зрения, посредством которым они смогут получить доступ ко всем видам библиотечных услуг. В рамках мероприятия также прошла презентация антологии «Современная литература народа в России». В прошлом году вышли 2 тома «Детская литература» и «Поэзия». 3-й том вышел в свет в этом году под названием «Проза». Свое имя и произведение в антологию внесли и ингушские писатели Зарета Ахильгова и Эсет Теркакиева. Заслуженный писатель Ингушетии Зарета Ахильгова признается, новость о том, что в сборник вошли несколько ее произведений на ингушском языке, переводом на русский Хаважа Кастхоева, стала для нее подарком. О тяжелом времени 1944 года, я думаю, знают все. Может быть, где-то конкретно мне хотелось, чтобы люди ознакомились с судьбами наших людей, в каких условиях они там проживали, вот, что чувствовали и сколько было потеряно наших сограждан на чужой земле. Конференции, вечера памяти, встречи с читателями, презентации, круглые столы, литературные чтения. Национальная библиотека находится в постоянном развитии. Здесь всегда открыты двери тем, кто стремится к знаниям. Макка Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.